О самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Бесплатно обучиться азам программирования и получить современную профессию здесь может каждый желающий. В Якутске открыли первый на Дальнем Востоке кампус школы 21. Завершается этап проверки муниципальных образований к отопительному сезону. На текущий момент из 45 муниципальных образований и городских округов оформлены 41 паспорт готовности. Из-за неблагоприятных погодных условий произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб и 5 ранены. Такая легенда стала основой учений специальных служб. Нет определенных временных периодов, когда происшествий происходит больше, поэтому работа ведется круглосуточно в любой день. Уже более 10 лет в Нерюнгринском районе действует служба эвакуации «Автоспасатель». Встречи, лекции и мастер-классы для студентов и учеников школ. В мире отмечается День качества. Правительству необходимо доложить о мерах, принятых для завершения возведения моста через реку Лену в районе Якутска. Такое поручение Кабмину дал президент России Владимир Путин. Строительство моста через Лену в Якутии планируют начать в 2024 году. Завершить работы по возведению конструкции протяженностью более 3 километров предполагают к 2028 году. Известно, что в 2025 году на проект выделят 1 миллиард 340 миллионов рублей, в 2026 – 3 миллиарда 200 миллионов, а в 2027 и 2028 по 19 миллиардов рублей. В регионе планируется построить еще 50 новых переходов через реки, крупнейшим из которых станет Ленский мост. В Ленском районе ввели в строй мост через реку Нюю. Для Якутии новый мостовой переход стал 50-м по счету, построенным за последние 5 лет. Глава Якутии назвал открытие моста через Нюю историческим событием. Ввод стратегически важного объекта положительно отразится на социально-экономическом развитии республики. В частности, речь идет о развитии Западной Якутии. Мост обеспечит круглогодичное движение в одном из основных промышленных районов республики. В Якутске открылась школа программирования от Сбера. Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Сбербанка Герман Греф открыли кампус школы 21. Также руководитель Сбербанка посетил несколько объектов Якутска, включая креативный кластер «Квартал труда», и ознакомился с продуктами и услугами креативной индустрии региона. Подробнее об образовательном пространстве «Школа-21» расскажет Марферина Алексеева. 6-я в стране и 1-я на Дальнем Востоке. Школа-21 запущена в Якутии за кратчайшие сроки. На обустройство 3-этажного помещения потребовалось 5 месяцев, а итог превзошел все ожидания. Площадь кампуса около 2000 квадратных метров, где действует 198 рабочих станций. Оборудование и дизайнерские решения, как и подобает IT-заведению, оснащены современнейшей техникой. Кампус обеспечит доступное и качественное образование в сфере IT для всех жителей республики старше 18 лет. А модель обучения школы является самой эффективной в мире. Это peer-to-peer обучение. Здесь на 600 человек студентов будет всего-навсего порядка 15 человек всего персонала. И peer-to-peer обеспечивает самое высокое качество и скорость обучения. То есть когда ребята делятся друг с другом и учат друг друга. Скорость и стоимость обучения. Принципиальным для школы является бесплатность обучения. И это позволяет самым мотивированным ребятам из небогатых семей получить лучшее в мире образование. Соотношение стоимости, доступности, скорости обучения и качества обучения делает этот проект абсолютно беспрецедентным. 4000 жителей республики уже подали заявку на обучение. Сегодня в отборочном интенсиве участвуют 215 слушателей. Средний возраст – 30 лет, самому старшему – 50. Специализации участников самые разные. Примечательно, что среди первых учащихся отборочных бассейнов 40% девушек. Этот показатель выше, чем в остальных кампусах по стране. Плюс в том, что у нас здесь нету менторов, нету каких-то лекций скучных, которых надо ходить. Мы здесь обучаем сами друг друга. Если кто-то что-то знает, он идет, говорит одному человеку, этот человек говорит другим людям. И это все передается, распространяется, и мы учим друг друга. Да. Мы как живой пример. Я очень долго искал подходящие курсы
Многие не оправдывали своих ожиданий, а тут мне выдалась возможность бесплатно попробовать себя в программировании. Поэтому я пришел, все равно я ничего не теряю, взял отпуск и отучился на программиста. Спустя 2 недели я уже свободно могу написать свою программу. То есть, а до этого я вообще ничего не знал. Ну, я филолог по образованию, получается. В 5 кампусах школы 21 в России учатся более 4000 человек из 70 регионов страны. Все выпускники и участники обучения трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах страны. В Якутии школа 21 станет основной площадкой для формирования IT-сообщества. Я еще больше верю в то, что мы станем лидерами новой экономики не только Дальнего Востока, мы уже ими являемся по факту. Мы, конечно, уже замахиваемся и на российские высоты, и в целом на мировые масштабы. Здесь ничего нам сейчас не мешает. Одним из основных площадок развития креативной индустрии Якутии является креативный кластер «Квартал труда», который также посетил руководитель Сбербанка и глава республики. По итогу посещения уже намечены реализации новых проектов сотрудничества. Ну а чтобы стать участником проекта «Школа-21», нужно подать заявку на сайте 21-school.ru. Пройти онлайн-игры на память и логику, затем отучиться на отборочном интенсиве, по итогам которого участники отбираются на основное обучение. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину совместно с органами исполнительной власти Якутии и Фонду развития территорий сформировать план-график расселения аварийного жилья Якутска. Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов и должно быть исполнено до 1 апреля 2024 года. При этом все мероприятия по плану должны быть выполнены до 1 января 2030 года. Расселение аварийного жилого фонда в Якутске будет проводиться в микрорайоны Звездный, Спортивный и с помощью механизма комплексного развития территорий. До конца года в Якутии планируется ввод в эксплуатацию более 90 многоквартирных домов. Это говорит самой масштабной программе по переселению граждан из аварийного жилья, реализуемой в республике. Как эта программа работает в Усть-Майском районе, узнаем в сюжете. В Петропавловском национальном наследии Усть-Майского района заканчивается строительство 26-квартирного многоэтажного дома в каменном варианте, который готовят к сдаче в эксплуатацию. В данный момент у нас идет внутриобделочные работы, отопление делается, благоустройство полностью закончено, примерно через месяц полностью будет готов дом. До этого по прошлой программе у нас был построен дом 8-квартирный, но в деревянном варианте. Люди живут, вроде тепло, светло. Застройщик ПАО «Лорб», генеральный подрядчик ООО «Энергостройинвест». Площадь жилых помещений нового дома около 1500 квадратных метров. Таких больших жилых зданий в небольшом наследии еще не было. Оно спроектировано с учетом энергосберегающих технологий. Работы идут без отставания от графика. Мы очень довольны и счастливы от того, что наши жители наконец-то получат заслуженное свое жилье, в котором они с удовольствием будут жить, благодаря работе нашего правительства Республики Саха-Якутия, конечно же, и Российской Федерации, потому что эти программы очень нужны. На севере нашим жителям просто необходимы такие хорошие дома. Администрация муниципального района Усть-Майский улус-район и Петропавловского национального наследия следят за ходом строительства этого многоквартирного дома. У нас признано на сегодняшний день 25 домов, признаны аварийными. Из них 75 квартир, уже подготовлены заявки на жилье. Вот свайное поле стоит под второй дом, который нынче тоже начинает, уже сваи забиты. Стоит вопрос еще о третьем доме. Собираем заявку на этап 2024 года на строительство третьего многоквартирного дома в селе Петропавловск. 31 житель нашего поселка выбрал способ переселения, получения компенсации за изымаемое жилое помещение. И уже они компенсацию за свое жилье получили. Всего в республиканскую адресную программу по Усть-Майскому району включены 53 аварийных дома, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Их общая площадь составляет 10 тысяч квадратных метров. Программа реализуется в 3 населенных пунктах – в Усть-Мае, Петропавловске и Эльдикании. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, Петропавловский национальный наследник. Полпред президента Юрий Трутнев поручил главам региона взять под контроль прохождение осенне-зимнего периода на Дальнем Востоке. Готовность объектов ЖКХ и энергетики обсудили на Совете макрорегиона.
Отмечено, что практически все объекты жилищно-коммунального хозяйства подготовлены к началу отопительного периода. Обеспечены необходимые запасы топлива, на предприятиях коммунального комплекса сформированы аварийные бригады, обеспеченные необходимым оборудованием и материалами. Во всех муниципальных образованиях округа отопительный сезон начат своевременно. К отопительному периоду всего подготовлены почти 5500 котельных на Дальнем Востоке. Завершается этап проверки муниципальных образований к отопительному сезону. На текущий момент из 45 муниципальных образований и городских округов оформлены 41 паспорт готовности. Отмечается, что до конца недели 4 района должны исполнить все предписания. На всей территории Якутии в период прохождения отопительного сезона идет подготовка ресурсов снабжающих организаций. На текущий момент идет активная фаза подготовки к завозу топливно-энергетических ресурсов в зимний период. В период устойчивого автозимника должны завести топливо, необходимое для обеспечения запаса до следующей навигации. Работа всех коммунальных структур, а также предприятий электросетевого комплекса идет в штатном режиме. Были ряд технологических нарушений, в том числе сегодня по городу Алдану. Все резервные источники питания на источниках теплоснабжения, водоснабжения отработали в штатном режиме. На текущий момент электроснабжение восстановлено по постоянной схеме. Ситуация находится на постоянном контроле правительственной комиссии по подготовке к прохождению ОЗП, а также штаба энергобезопасности Республики Саха-Якутия. В республике продолжается социальное обслуживание участников СВО и членов их семей. Работа ведется по реабилитационным услугам в специализированных центрах. В прошлом году были открыты специальные программы по реабилитации участников СВО, а также прибывших в отпуск бойцов и членов их семей. По данным Министерства труда и социального развития, на сегодняшний день социальными услугами на дому в стационарах воспользовались 54 человека, среди них 2 участника СВО. Из нововведений уже этой осени республика с сентября вступила в пилотный проект по системе долговременного ухода. И в случае, если участнику специальной военной операции потребуется помощник по уходу, возможно, на временной или на постоянной основе, такая помощь тоже будет оказана, также на бесплатной основе. И если такая потребность имеется, нужно также обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства. Автозимник через реку Лену по маршруту Хатасы-Павловск для автомобилей до 3 тонн планируется открыть 11 декабря. Повышение грузоподъемности намечено с 20 декабря. В свою очередь, ледовая переправа Кангаласы-Сотинцы может начать работу для движения транспорта весом до 3 тонн с 25 декабря. Закрытие большинства автозимников запланировано на апрель 2024 года. При этом отмечается, что сроки открытия и закрытия зимних дорог и допустимые нагрузки могут меняться, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Из-за неблагоприятных погодных условий произошло столкновение 2 автомобилей, в результате которого 1 человек погиб и 5 ранены. Такая легенда стала основой учений специальных служб. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, МВД и ГИБДД. На учении специальных служб побывала Даяна Федорова. В практическом учении на 35-м километре автодороги Вилюй приняли участие 63 человека и 10 единиц специальной техники. Были отработаны все моменты спасательных работ, начиная с оповещения, пожаротушения транспортного средства и спасения пострадавших. Мероприятие позволило ведомствам более эффективно взаимодействовать при обеспечении безопасного проезда по федеральным трассам в зимний период. Оповещение не превысило у нас 10 минут, прошло в штатном режиме через систему 112. Все силы и средства, участвующие в учении, своевременно получили сигнал, выдвинулись к месту происшествия. Реагирование сил и средств на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий не превысило 30 минут. Все сосредоточились в указанном районе на 35-м километре федеральной автодороги. В результате слаженных действий всех оперативных служб установленные нормативы выполнены. Основная задача дорожно-патрульных служб – прибыть на место происшествия, оценить обстановку, оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и приступить к оцеплению места происшествия. Сегодня мы посмотрели в реальности, как работают все службы, взаимодействие проверили, посмотрели каналы связи. Есть, скажем так, над чем работать.
Вы знаете, да, что у нас не везде берется сотовая связь, не везде ловит радиосвязь, поэтому мы будем отрабатывать. По результатам этих учений будет подготовлена справка и предложение о улучшении нашей работы. Основная задача наша, конечно, это спасение жизни и здоровья наших участников дорожно-транспортных происшествий. Практические учения с участием всех специальных подразделений необходимы для своевременного оказания помощи. Ведь в таких ситуациях каждая минута идет на вес золота. Именно поэтому службы планируют продолжить совместные учения. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Как это всегда бывает, поломка автомобиля или дорожное происшествие происходят в самый неподходящий момент, и водители обычно не готовы к такому повороту событий. О работе службы эвакуации и технической помощи «Автоспасатель» города Нерюнгри расскажем в нашем материале. Бывает, что автолюбители сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль получает непредвиденную поломку в дороге и срочно нужна квалифицированная помощь. Уже более 10 лет в Нерюнгринском районе действует служба эвакуации «Автоспасатель», которая оказывает всю необходимую помощь автолюбителям, попавшим в сложную ситуацию. Сами нередко попадали в ситуации, которые нужна была квалифицированная помощь и некуда было обратиться. С детства учили, что не говорить о проблеме, а решать проблему. И вопиющим случаем в 2009 году стал момент, когда молодой парень, таксист, сломался в районе Беркакита и пешком решил добраться до города самостоятельно и отморозил ноги. Ну и получил как бы инвалидность. И мы приняли решение, что нужно что-то делать. И создали подобную службу. Вначале возили просто на веревках, на галстуках, так сказать, на буксире. И потом поняли, что если заниматься, то заниматься профессионально, приобрели профессиональную технику и начали спасать уже по трассе. По итогам работы в «Автоспасателе» отмечают, что нет определенных временных периодов, когда происшествий происходит больше. Поэтому работники службы готовы прийти на помощь круглосуточно, в любой день. Ну, в основном это по двигателю, поломки двигателя. Приходится машину цеплять и перетаскивать ее на место, на СТО куда-нибудь или в гараж заталкивать. Ну а так бывает и колеса теряют, и аварийные машины, в общем, всякие. В аварию попало, оторвало колесо. И так же само цепляем, привозим или на СТО, или в гараж. Кроме эвакуации автомобиля с места поломки или аварии, работники службы «Автоспасатели» готовы предложить обратившимся за помощью людям и другое содействие. Нас знает очень большое количество автолюбителей с Магадана и с Якутска, потому что мы оказываем полное сопровождение. Человек сломался на трассе ночью, к примеру, с детьми, обращается в нашу службу, мы эвакуируем транспорт, находим жилье, размещаем, находим запчасти, сервис обслуживания, где можем быстро, оперативно отремонтировать его коня. И уже, чтобы человека, действительно, он мог дальше продолжить свое путешествие уже в полном здравии, да, и на хорошей машине. Учитывая, что впереди суровая продолжительная зима, призываем автолюбителей максимально ответственно отнестись к эксплуатации автомобиля в это время года. Тем более, если запланирована дальняя поездка. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии проводятся мероприятия, посвященные столетию экономической службы Якутии. В июле 1923 года решением Пленума Совета народных комиссаров Якутской АССР была создана плановая комиссия, с деятельности которой и началась вековая история экономических служб Якутии. Сегодня правопреемником советского госплана является Министерство экономики республики. В рамках празднования векового юбилея сегодня от имени министерства ведомственные награды были вручены экономистам, работающим в различных отраслях и внесшим наибольший вклад в развитие экономического роста Якутии. Накануне 124-летия со дня рождения Степана Оржакова в Старом Городе состоялось возложение цветов к его памятнику. Степан Оржаков возглавлял комиссариаты различных сфер. Дважды был председателем Совета народных комиссаров Якутской АССР. В 1920 году именно он поднял вопрос об автономии Якутии перед руководством страны. Он также защитил свою инициативу на коллегии Народного комиссариата национальностей. В мероприятии приняли участие глава Вилюйского улуса, земляки, а также общественники. Степан Алексеевич Оржаков своего рода является первым представителем нашей Якутии, в Москве.
И он там работал несколько месяцев. Вот, и за этот период он сделал всю документацию и так далее. 2 раза на коллегии наркомнаса защитил вот этот вопрос и защитил очень хорошо, достойно. Вот, и недаром Сталин, значит, после его 2-го выступления сказал, что это блестящее выступление товарища Аршакова. Вот. И вот с этого момента и началась работа по приданию статуса автономии нашей Якутии. Те, кто стоял у истоков развития терапевтической службы, и ветераны запечатлены в новой энциклопедии. Идея издания книги появилась во время проведения 4-го съезда терапевтов Якутии. После чего Надежда Егорова собрала архивные документы, фотографии врачей-терапевтов и подготовила энциклопедию. Письменную историю презентовали в Национальной библиотеке. Участники мероприятия отметили, что новое издание является ориентиром и справочником для подготовки медицинских кадров. Те наши учителя, которые были у истоков терапевтической службы, и все это, конечно, изложено в этом издании. Оно необходимо нам всем. Тираж, конечно, не очень большой, но тем не менее это очень нужное всем издание. Ежегодно в ноябре в мире отмечается День качества. 10 лет назад к акциям, посвященным празднику, присоединился и Якутск. Специалисты проводят встречи, лекции и мастер-классы для студентов и учеников школ. Часто на них приглашают местных производителей, которые рассказывают о своих стандартах качества. Сегодня силами Центра пищевых технологий и Якутского хлебокомбината лекции о здоровом питании услышали школьники Саха-гимназии. Подробнее в следующем сюжете. Качественные продукты – один из главных столпов здорового питания, особенно если речь идет о питании школьников. Ежегодно в неделю качества Республиканский центр пищевых технологий проводит образовательные лекции и мастер-классы для студентов и школьников. Вообще неделя качества у нас началась 3 ноября в этом году. Мы провели на базе агрохолдинга ООО «Пищекомбинат». Мероприятие такое интересное, тоже с участием студентов. Мастер-класс по производству, значит, мясных полуфабрикатов. Также круглый стол был проведен. Там вопросы основной, конечно, были поставлены, чтобы здоровое питание, дети, вообще народ наш кушали национальную продукцию, здоровую, качественную продукцию. Также к этим мероприятиям привлекаются различные предприятия и производители Якутии, на которых большое внимание уделяют стандартам качества. В этом году одним из партнеров недели качества стал Якутский хлебокомбинат. Есть программа на предприятие, это здоровое питание, залог здоровья. В студии здорового питания у нас проходят лекции, внеклассные лекции для школьников, для образовательных учреждений. Чем раньше ребенок получит знания о качественных продуктах и качественном питании, тем меньше проблем со здоровьем у него будет в дальнейшем. Ведь, как говорится, ты – это то, что ты ешь. Если хочешь, чтобы твоя жизнь была качественной, выбирай качественные продукты. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Прошла генеральная репетиция бракосочетания якутян, которые зарегистрируют брак в День региона республики на ВДНХ. На международной выставке форуме «Россия» выездная регистрация будет сопровождаться элементами якутских национальных традиций. Церемония пройдет по нескольким блокам, где в театрализованной постановке примут участие более 40 артистов театра «Олонхо». Музыкальное сопровождение от ансамбля «Кылсаха». Обряд благословения проведет алгызчи Дмитрий Иванов. Режиссерами церемонии бракосочетания выступили Гаврил Минкяров и Ирина Андреева. Напомним, по результатам конкурсного отбора честь заключить брак на ВДНХ получила пара Жанна Ксенофонтова и Владислав Федоров. Такой регистрации выездной, скажем так, у нас впервые. Этой церемонией бракосочетания заинтересовались наши коллеги из других регионов. Они придут обязательно, даже из Ханты-Мансийска придет целая делегация, чтобы увидеть нашу регистрацию брака с обрядами якутской свадьбы. Поэтому ответственность очень большая. Пловцы культурно-спортивного комплекса «Алроса» привезли 20 медалей из дальневосточного первенства. Подробности в сюжете далее. Десятки медалей с одного соревнования. Мирнинцы вернулись домой из Южно-Сахалинска с чемоданами, полными наград.
На первенстве Дальнего Востока, которое собрало 3 сотни сильнейших спортсменов, Якутию представляли 7 человек. Сборная республики завоевала 40 медалей, половину из которых в копилку принесли мирнинцы. Результаты очень высокие, порадовали, но немного недоволен тем, что у нас не было времени лучше подготовиться. София Прудовая стала мультимедалистом соревнований, завоевав 9 наград. Норматив кандидата в мастера спорта выполнила Елизавета Красноштанова, а мастер спорта России Дарья Норкина стала двукратным чемпионом первенства Дальнего Востока. Отдыхать некогда. Сегодня девушки готовятся к резерву России. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 28 ноября. Ради достойных результатов мирнинки тренируются 11 раз в неделю. Все медали, которые я завоевала, мы на них и надеялись. Другие спортсмены очень сильные, плавание развивается с каждым годом, и каждый раз цель растет. Мы увеличиваем время, увеличиваем ставки и медали. На выставке ВДНХ представят талисманы 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Презентация состоится 12 ноября в День Якутии. На сегодняшний день разрабатывается брендбук, утверждены талисманы игр. Это Бурундук Саина и Мамонтенок Модун. Как сообщает комитет игр, на мероприятии затронут вопросы продвижения детского спорта на азиатском континенте, воспитания олимпийских ценностей в системе подготовки юных спортсменов, международного спортивного сотрудничества, спортивно-гуманитарных связей со странами и регионами Азии. Также отмечается, что в рамках презентации игр правительство Якутии и руководство Олимпийского комитета России подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития олимпийского движения. Участие в церемонии примут глава республики Айсен Николаев и президент ОКР Станислав Поздняков. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.